Доброе утро, друзья мои! Сегодня у нас 5 товарищи июня, 25 год. Такая вот замечательная у нас сегодня погода, немножечко пасмурно. И что? Могу поздравить нас, поздравить вас. Мы сегодня наконец-то отправляемся в первый наш летний выезд. И куда мы едем? Конечно же, мы отправляемся туда, где начинается Павловка. У нас будет очень классное путешествие. Погнали! С нами будет очень круто. Направляемся в Каридельский район. Дорога весьма красивая и за некоторое количество выездов стала одной из моих любимых. А проходит она через несколько районов Республики Башкортостан. Бирский, Мишкинский и, разумеется, Каридельский. Один из самых красивых и живописных районов. Друзья, ну вот 200 километров, примерно 200 километров мы проехали. Я не смотрел на одометр, просто ехал, наслаждался видами Каридельской дороги. И знаете, куда мы приехали? Ну, конечно, вы видели по предыдущим кадрам. Мы приехали в поселок Магинск. Один из наших зрителей в ролике, кажется, 22 года отметил, что вот то, что вы показали под названием Магинск, даже не скажешь, что это был, что это Магинск. Так вот, специально для вас, зрители, мы решили показать, что такое поселок Магинск. И сейчас я вот тут как бы немножко аккуратненько пройду. Специально для вас, друзья, я решил показать, что такое настоящий Магинск. Прямо за моей спиной дом купца Манаева. Это тот самый дом, про который в новостях говорили, про который вообще, в принципе, много было всяких обсуждений. Это дом постройки 1894 года. Купец Манаев, он был как раз основателем всего вот этого поселка, в котором мы находимся, Магинск. И это как раз-таки его дом, в котором он жил. Да, мы, конечно, видим, что дом сейчас этот в довольно уже полуразрушенном таком состоянии, ввиду того, что, ну, как пишут в новостях, как везде во всех источниках написано, этот дом сельской администрации был продан в частные владения. То есть я сейчас стою на частной территории. Надеюсь, мне за это не влетит. Ну и здесь планируется построить глэмпинг. Так что, возможно, друзья, мы с вами последние, кто видит это здание в таком виде, в каком оно сейчас. И скоро здесь уже будут купаться, наслаждаться туристы. И здесь будет весело. В общем, не так, как сейчас. Ну что, давайте немножечко прикоснемся к истории.
Раз уж мы в Магинске, то никак нельзя пройти мимо истории этого сельского поселения. Магинск находится на живописном полуострове, на левом высоком берегу реки Уфы. Возник поселок по рассказам старожилов более 100 лет назад. В устье реки Малая Бердяшка, впадающая в реку Уфа. На мысу стоял крестовый домик, где жил некий барин. В 1870 году на этом месте поселился купец Манаев, который откупил у барина все поместье и сделал из него административный центр силами трудяг из местных деревень и приезжих из Казани, в честь которых и была одна из первых улиц Магинска – Казанка. Вскоре Манаеву построили двухэтажный дом, который мы с вами видим. В нем до недавнего времени располагалась администрация сельского поселения. Чем еще примечателен Магинск, кроме своих невероятных видов? Да тем, что именно здесь и начинается знаменитая Павловка. Чуть ниже по течению реки Уфа в нее впадает река Юрезань, образуя при этом Павловское водохранилище. Посмотрев Магинск, нам пора было выдвигаться дальше. Ехать здесь буквально полчаса, нужно лишь преодолеть небольшой перевал, и вот уже нашему взору открывается вид на деревню Абдулино. Немного легкого оффроуда, и мы на стоянке, где нас уже ожидали наши друзья. Ну что, друзья, мы приехали на то самое место, где 2 года назад я грустненький сидел здесь вот и ждал наших друзей, ребят, когда это вот в 23-м году Бурунгут видео, наверное, вы нас тоже смотрели. Ну что, все нормально, будем сейчас располагаться. Поляна пока абсолютно свободная, чистая, никого нету, потрясающе бликует вода, Павловское водохранилище, но оно еще не Павловское водохранилище, а еще река Юрезань, если верить картам. Ну и будем сейчас ставить палатку, располагаться. Думаю, что в ближайшее время будет все очень клево. Звуки, вот эти птицы поют, как вот очень любимое нами место. Там, конечно, занята самая дальняя поляна, где мы стояли в 22-м году. Там даже уже нецензурная брань какая-то слышится. Надеюсь, что там люди нормальные, адекватные. Ну, а если нет, то... Ладно, мы располагаемся, все круто. Если вы думаете, что на установке палатки заканчивается оборудование лагеря, то нет. Одной из главных точек притяжения нашего лагеря является шатер-звезда диаметром примерно 15 метров, для установки которого нужно минимум 5 крепких человек, хорошая физическая, а еще и моральная подготовка, так как с хорошим порывом ветра можно внезапно переместиться в новую локацию и при этом вспомнить весь запас нецензурных выражений. Ну что, друзья, наконец-то мы расположились, и здесь жарко, потрясающая погода.
А это говорит о чем? О том, что настала наша любимая с прошлого года рубрика Температура ЖО. ЖО означает жидкость охлаждающая. То есть в нашем случае жидкость охлаждающая — это речка, ну или Павловка, Павловское водохранилище. И сейчас мы эту температуру будем измерять моим еле живым градусником. Он показывает 24, то есть сейчас температура воздуха 24 градуса. Но по старой доброй традиции мы сначала просто окунаемся, проверяем температуру воды по ощущениям, а потом проверяем ее по факту. Вы уже купались, товарищи? Нет. Она просто обалденная вода. Прям вот самый кайф. По ощущениям, наверное, 22, наверное. Как в море вода практически. Так что я иду за своим датчиком. Ждем, товарищи, ждем. На ветру, кстати, прохладнее. Но она нехотя падает. 22,8, 22,1. Ну, я близок. Скорее всего, упадет где-то до 21, может быть. 22 градуса температура воды у нас в начале июня на Павловском водохранилище. 21,7. Ну да, где-то будет 21,5. Так что вот, купаться самое то. После оборудования лагеря можно было наконец-то насладиться приятной вечерней атмосферой. Солнце постепенно пряталось за горой, роняя на нашу стоянку теплые лучики и красивые блики на воде. Главным блюдом этого вечера стал авторский вкуснейший плов, приготовленный опытными мастерами. А кульминацией нашего вечера стал день рождения одной из участниц, как положено, с тортиком и хороводом. И, разумеется, под тем самым шатром были песни на гитаре, под завораживающий шум волн, пение птиц и сверчков. Возможность просыпаться с красивейшими видами водохранилища нельзя описать простыми доступными словами. Зато если вовремя проснуться, то можно запечатлеть эту невероятную атмосферу на камеру, что я и поспешил сделать. А также была острая необходимость взбодриться.
ролике 2023 года я рассказывал историю этого места. Ландшафт этого полуострова намекает на то, что когда-то здесь располагалась производственная площадка. Возможно, здесь заготавливали лес, возможно, что-то еще. Точной информации мне найти не удалось. Ну просто сказать, насколько тут красиво, ничего не сказать. Находясь тут, хочется каждую минуту наслаждаться звуками природы, криками птиц, шелестом листьев от легкого ветра, шумом легких волн и треском двухтактника от проходящей вдалеке рыбацкой лодки. Конечно же, все участники нашей команды, наслаждаясь всем этим невероятным природным великолепием, с нетерпением смотрели в восточном направлении, в надежде увидеть один из самых популярных ожидаемых объектов – плавучую Караярскую баню, контакты для бронирования которой будут в описании ролика. И вот уже буксир аккуратно швартует понтон с баней к нашему берегу. Также было очень неожиданно и приятно, что Альфит, хозяин бани, узнал нас. Ядрёнки, да? Да, это я самый. Я знаю. Спасибо, прикольно. Его по телевизору показывают. Баня представляет собой бревенчатый сруб, установленный на металлических понтонах. Место для отдыха закрыто поликарбонатовой крышей и имеет довольно большой стол. Также на борту имеется свой собственный генератор, музыкальная колонка, запас дров и все необходимое для комфортного отдыха. Однако, проводив буксир, кое-какой порядок на борту все же навести пришлось. А я решил начать свое очередное знакомство с баней с прыжков в воду. Ну что, друзья, вот тот самый ключевой момент, который мы ждали. Больше ты не упадешь, кстати? Вот так опасно. Тот самый момент, который мы ждали почти сутки, наверное, когда эта штука приплывет, как она эпично сюда плыла. А я лично соскучился по этой штуке. Уже 2 года я не стоял здесь. Осторожно, друзья. И что мы будем, конечно же, делать? В первую очередь, немного эротики. Мы будем купаться. Такой хороший человек. Как водичка? Отлично. Самое то, что нужно. Самый самолет, самый теплый, потрясающий палуб. Карбюраторы.
Каждый такой наш выезд ассоциируется с очень приятным и даже, можно сказать, вкусными моментами. В этот раз мы впервые в этом году продегустировали арбуз. Следующей на очереди была подготовка уже ароматно замаринованного барана к приготовлению на вертеле. Дубль 2. Второй баран. Ну и, конечно, само приготовление продолжительностью несколько часов, которое мы с удовольствием скрасили живой музыкой. А наша аудитория активно поддерживала нас, а также следила за стабильностью прожарки, не забывая при этом про соответствующие для этого процесса образы. Правда, не всегда с первого раза. Дубль 2. Старый. Случился романтик. Денис, ты понял, с каким видом надо сидеть на капитанском кресле? Слушай, я понял, что единственная вещь, которая здесь не промахнулся, это капитанское кресло. Мотор скажи. Мотор идет уже секунд 5, давайте. Спустя несколько часов наслаждения невероятными ароматами приготовления барана, разлетающимся по всей округе, наступило самое долгожданное и ожидаемое вкусное событие, кадры которого могли бы украсить какое-нибудь топовое кулинарное шоу на федеральном канале. Разделка готового продукта проходила настолько эффектно, что некоторые детали барашка разлетались в прямом смысле этого слова. Весь вечер сопровождался наслаждением вкуснейшим ужином, песнями под гитару, танцами и еще много всего, что не вошло в кадр. И это был заключительный вечер в этом потрясающем месте. Но при этом вечер только набирал обороты, и в дополнение к первому дню рождения у нас был еще и второй.
В очередной раз, насладившись утренней тишиной и спокойствием и невероятными пейзажами, нужно было постепенно начинать собираться домой. Однако нельзя было просто собраться и уехать, не узнав мнение участников нашего отдыха. Стоп, друзья. Я все-таки хочу чуть-чуть интервью у вас взять, поскольку народ уже потихоньку разбегается, разъезжается. Ну, вы же у нас первый раз. Мы первый раз. Расскажите в целом вообще, как вам то, что здесь происходило? Вначале я немножко про себя, было немножко страшно. То есть первый раз мы вообще с палаткой поехали куда-то там далеко, вдали от цивилизации. Но коллеги, друзья были рядышком, поэтому было менее страшно. Вот, все прошло замечательно. Уезжать немножко неохота, немножко грустно. Ну, классно. Мне все понравилось, и организация понравилась, Замечательно. окружение, люди. Все на высшем уровне сделано. Вот самая фишка была — это кинопроектор для детей. Вчера вечером они посмотрели фильм. Это вообще круто, здорово, когда на лоне природы дети сидят, смотрят фильм. Ну, необычно. Вот. Ну и, конечно, музыка. Живая музыка в вашем исполнении, которая на протяжении всех дней отдыха здесь у нас была. Супер настроение. Отдохнули, информационный детокс от города, от суеты. Все понравилось, все классно. Еще хочется повторить. Кость, добавишь что-нибудь? Хорошее, все обустроено так хорошо. Ну что, прикольно то, что баня есть, там пирс, прыгать можно. Ну, в принципе, хорошо. Душе хорошо, то, что тут воздух, чистый, природа, все такое. Данис Табрисович, как самый главный организатор, что ты расскажешь про наш этот выезд? Очень удивлен, что без меня выбрали самым главным организатором. А кто, если не ты, брат? Можно вот эту палочку? Поверьте, весь праздник спас вот этот человек. У нас тут было все, и все с музыкой. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, водонос. Да, водовоз. Что ты пожелаешь нашим зрителям и участникам? Рекомендую хотя бы раз в год выбираться на такие большие выезды с таким большим лагерем. 50 человек. Да. А дальше как пойдет. Понятно. Давайте еще, товарищи, кого-нибудь помучим. Так, у нас тут процесс зарядки. Что случилось у нас у Владимира Ильича? Машина у него случилась. Ну ладно, здесь идет процесс зарядки, и, наверное, когда-то он закончится. А вот и сам Владимир Ильич. Поделись, пожалуйста, что произошло в городе? Погода отличная, солнце светит, баня, солнце, машины с секшим аккумулятором. Так что все прекрасно. Кто желает поделиться впечатлениями на камеру, я записываю. Лес рук, как говорят. Эльмир. Да. Парочкой впечатлений о том, как у нас тут все было в эти 2 дня. Да, я бы сказал, есть. Мы же еще не уезжаем. Ой, прям Эльмир бальзам на. Ну, блин, замечательно, красота. Не первый раз приезжаем, отдыхаем душой, телом, как говорится. Встречаемся со старыми друзьями, общаемся. Очень все приятные люди. Очень здоровая, приятная, добрая атмосфера. Очень приятно здесь находиться. Ну да, действительно, все было круто, все было замечательно. Немножечко, очень или немножечко, я даже не знаю, но грустно, друзья, потому что время уже ровно 12 часов, и нам, наверное, через часа полтора придется уже уезжать в сторону дома. Дорога опять до дома займет 3 часа, естественно, 3,5, как и до этого. Хотели еще, конечно, заехать в Караяр, поснимать немножечко, рассказать про Караяр, но что-то чувствую, после этих выходных я уже немножко утомился, и, наверное, будем все-таки в сторону дома двигаться. А так, действительно, все было очень круто, замечательно. Много детишек, было весело. Я с удовольствием поиграл для друзей, выступил с музыкой. Вообще все было очень круто. Спасибо всем, кто это делал. Это мероприятие, этот выезд потрясающий на эти потрясающие места. Там, где начинается Павловка, друзья. Всем, кто организовал это. Ну и до следующих наших выездов.
Вкусно пообедав, пришло время собирать палатку, укладывать вещи в машину и собрать всех оставшихся участников для общего плана на фоне уплывающей бани. А Тая прощалась со своими новыми друзьями, летающими и ползающими местными обитателями. Скажи пока, Зи. Пока. Пока. Уезжая, мы напоследок насладились столь красивыми видами деревни Абдулино и Караяр, окинули взглядом места, которые уже практически стали нам родными. Вдалеке медленно буксир толкал едва заметную на просторах водохранилища баню, которая будто провожала нас и желала хорошей дороги. Было, конечно же, грустно, ведь наш следующий визит в Каридельский район будет, скорее всего, только в следующем году. На этом наш ролик подходит к концу. Всем спасибо за комментарий и поддержку. До новых встреч! Ну мы туда правильно едем, к дому купца Манаева. Спасибо тебе большое. Ты не сможешь. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Я чуть хотел. Все хорошо. У вас микрофон включен, ребят? Да. Я на кабель наступил, такое бывает. Я тосковал по тебе, минуты расставания.